Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» открылся в Инте. Это новое общественное пространство – центр притяжения простых жителей, общественных деятелей и политиков, где мнение каждого важно. 12-14 сентября 2025 года в нашей республике пройдут выборы. Выборы в этом году будут у нас трехуровневые, то есть жителям республики и в том числе и нашим горожанам придется выбирать депутатов в городской совет депутатов, в Государственный совет Республики Коми, а также мы вместе с вами выберем главу Республики Коми, того лидера, который поведет нашу республику на ближайшие 5 лет. Итак, началась избирательная кампания, и, конечно, нам необходимо место, где бы собирались активные граждане с активной жизненной позицией, неравнодушные, имеющие свои предложения, вопросы к депутатам разного уровня, в том числе и к кандидатам в депутаты, и к действующим депутатам, и к действующему в Рио главы. Поэтому таким местом на сегодняшний день мы определили адрес улица Мира, 22, кабинет номер 9. Сегодня мы открываем здесь штаб общественной поддержки «Единая Россия» и приглашаем всех желающих прийти к нам, пополнить нашу команду, присоединиться к нам и выдвинуть свои предложения, свои вопросы. То есть штаб общественной приемной, он будет у нас таким рабочим местом, рабочим органом, где мы будем собираться, приглашаем всех инициативных для того, чтобы обсуждать вопросы и безусловно, все наши вопросы будут переданы и действующим депутатам, и кандидатам. На торжественном открытии штаба присутствовали представители городской и республиканской власти. Они пожелали партийцам плодотворной и успешной работы. Данный штаб у нас будет входить как действующие депутаты, так и кандидаты в депутаты от партии «Единая Россия», а также представители старшего поколения и молодежь, и наиболее инициативные граждане. Я желаю всем участникам штаба плодотворной работы. Партия «Единая Россия» – это нашего президента, который сегодня в очень сложное время служит опорой нашего государственности. Символично, что на улице Мира открывается штаб общественной поддержки. Мы идем единой командой, однопартийцами. Здесь будут приходить жители, которые интересуются жизнью города, своими предложениями, инициативами. Они могут обращаться в штаб, и в этом штабе эти же предложения будем совместно с администрацией города и с республикой вместе решать. Я рад, что являюсь членом команды, будем вместе работать. Главной отличительной чертой штаба общественной поддержки партии является его уникальный формат. Это площадка для диалога, взаимодействия, коммуникации между представителями различных ветвей власти, экспертным сообществом и населением Инты. Это место, где активные инициативные жители готовы обмениваться мнениями, обсуждать проблемы, вносить конкретные предложения, предлагать свое видение решения вопросов жизнедеятельности города и республики. Важно, чтобы Государственный совет и в городской совет были избраны ответственные и активные люди, чтобы они умели работать в команде, чтобы следующий совет был работоспособным и максимально эффективным, даже в такой сложной экономической ситуации. Члены и сторонники «Единой России» успешно и результативно реализуют федеральные и региональные проекты, которые у всех на слуху. Это и программа формирования комфортной городской среды, и региональный проект «Народный бюджет». В центре внимания нашей команды это люди, жители нашего города, с их интересами и насущными проблемами. Поэтому наших кандидатов поддержали многие интинцы, принявшие активное участие на предварительном голосовании. Мы благодарим всех интинцев за эту поддержку и постараемся оправдать оказанное нам доверие. В работе штаба могут принять участие все, кому не безразлична судьба Инты и региона. Здесь установлен бокс для сбора наказов избирателей в адрес кандидата на должность главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна. Находится штаб в здании бывшего профилактория по адресу Мира, 22, кабинет 9. Прием населения по любым интересующим вопросам ведется в будние дни с 17 до 19 часов. Именно здесь можно поделиться своими идеями, внести предложения или обратиться с вопросом.
Прошедшие в начале года с успехом в Республике Коми форумы «Гордость, уверенность, победа», инициированные лидером региона Ростиславом Гольдштейном, получили свое продолжение. Одной из первых площадок проведения нового этапа стала ИНТА. 30 июля в Центральной библиотеке при участии модераторов, представителей республиканской власти, прошла стратегическая сессия «Коми. Новые победы». У нас прошли уже форумы весной, сейчас идет продолжение. Чем дальше мы с вами будем работать, тем больше мы будем с вами погружаться в практику, а не в теорию. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы все внимательно сегодня, подумали очень хорошо, какие проекты мы с вами будем сегодня, над каким проектом будем с вами сегодня работать. Объясню почему. В прошлый раз мы с вами, и Татьяна расскажет, напомнит вам, какие проекты выдвигались в прошлый раз. Если вы помните, каждый стол защищал свои проекты. Сегодня мы с вами должны будем выбрать приоритетные из этих проектов, выбрать максимум 2, которые мы потом, сформировав команду от города Инты, должны будем защитить перед главой Республики Коми, чтобы эти проекты вошли в программу развития Республики Коми. Поэтому работа очень серьезная, я вас попрошу со всей серьезностью и отдачей отнестись к этим проектам, которые мы с вами сегодня будем отрабатывать. Но вначале я бы хотела зачитать приветственное слово временно исполняющего обязанности главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна. Уважаемые интинцы, сегодня каждый из вас имеет уникальную возможность стать соавтором будущего своего города. Стратегическая сессия Коми «Новые победы» – не формальность, а настоящая революция в подходе к управлению регионом. Весной мы провели форумы «Гордость, уверенность, победа» провели во всех муниципалитетах. Их успех показал главное – люди готовы брать ответственность за судьбу своего города, своей родной земли, готовы включиться в работу с властью для качественного улучшения жизни населения. Теперь мы делаем следующий шаг. Почему эти сессии важны? Впервые в истории Коми мы формируем консолидированный бюджет с учетом мнения каждого жителя. Не чиновников в кабинетах, а людей, которые здесь живут и работают. Определяем вместе приоритеты развития своих территорий. Каждое ваше предложение будет рассмотрено и может стать частью комплексного инвестиционного плана района. Ваши идеи по улучшению жизни в районе найдут отражение в народном бюджете. Ваше участие критически важно. Кто лучше из вас знает, где нужна новая школа, какие дороги требуют ремонта? Сегодня мы тоже проехали, посмотрели, какие дороги у нас требуют ремонта в Инте. Как создать новые рабочие места. И местные жители – главные эксперты по развитию своих территорий. На сессиях вместе с представителями власти, депутатами, экспертами и общественниками мы сформируем план социально-экономической привлекательности вашего района. Это станет дорожной картой развития на годы вперед. Наша цель амбициозна – сделать Коми одним из лучших регионов России. И основания для этого у нас уже есть сегодня. Но без вашего активного участия этой цели не достигнуть. Приходите, предлагайте, спорьте, созидайте. Вместе мы добьемся новых побед для нашей республики. Временно исполняющий обязанности главы Ростислав Гольдштейн. Проект направлен на формирование единой команды развития республики и вовлечение граждан в решение актуальных вопросов. Традиционно работа проходила в командах, сформированных рандомно. Правила наши неизменны, они идут всегда. Идем, работаем мы в мини-группах, слушаем и слышим друг друга. Все помнят про это правило? В чем оно заключается? Если одна команда рассказывает, остальные все внимательно слушают. Они, наоборот, додумывают дополнительные какие-то вещи. Обсуждаем открыто. Здесь территория абсолютно свободная. То есть любые идеи, они будут приветствоваться на той стратегической сессии. Потому что этот формат работы предполагает, что никто никого не обсуждает, никто никого не оценивает. Все идеи принимаются как факт. Организаторами мероприятия было предложено участникам форума разработать и брендировать проект по развитию какого-либо направления в Инте или решению реальной местной проблемы, опираясь на сформированные по итогам прошлого форума предложения или создав новый проект. Наш проект от нашей команды, он был в рамках медицины. Было предложено своего рода открытие медицинского центра лечебно-профилактической физкультуры, семейного центра. Но так как команды, заслушав все проекты, выбрали два основных, это дороги и оленеводческий процесс, обработка шкур, сбор ягод, грибов,
Поэтому эти два проекта стали основным. И сейчас на данном этапе мы рассматриваем, как эти проекты возможно будет реализовать в дальнейшем. Один мощный проект – это как бы золотодобыча, да? То есть оно является как бы градообразующее предприятие. Но мы сами реально понимаем, что этот проект очень сложно воплотить в жизнь, потому что здесь встает очень много препятствий. На федеральном уровне нужно разрешение и все. Поэтому люди, вот наши участники этого семинара, они выявили такие проекты, которые именно на быстрой реализации. То есть это переработка оленя, которая нам необходима, хотя оно у нас есть, просто увеличить количество той продукции, которую можно выпускать. Ну, естественно, мы же северный город, и у нас есть дикорастущие травы, дикорастущие, так сказать, ягоды, которые можно собирать и можно реализовать, и также делать определенные чаи, какие-то из трав, определенные ягоды сушить там, или же их продавать в вареньях или как. То есть все это возможно сделать в пределах нашего города. В каждой команде совершенно разноплановый состав. Представители разных профессий, ветераны, молодежь, общественники, но при этом данный формат работы пришелся по душе всем. Где еще, как не на таких мероприятиях, появится возможность не только озвучить свои идеи и предложения по развитию родного города, но и быть услышанным другими, поделиться мнением и узнать что-то новое, приобрести новые знания. Они встречаются, они общаются, плюс мы еще рассказываем дополнительную информацию, какие меры поддержки есть на уровне правительства, на уровне того или иного министерства, какие деньги федеральных грантов мы можем привлечь. То есть иногда бывает в рутинной ежедневной работе этой информации недостаточно. А сегодня у нас приехали эксперты, которые могут более подробно рассказать по тем или иным мерам поддержкам, и каждый тот, кто реализовывает этот проект, может уже на сегодня понимать, на какие ресурсы он может рассчитывать. Данные стратегические сессии как бы помогают нашим различным слоям, опять же, населения работать в единой команде. Плюс информирование до них доводятся различные варианты поддержки, как там народные инициативы, инициативные проекты, народный бюджет, там различная грантовая поддержка, поддержка Министерства сельского хозяйства, Министерства экономического развития, Центра «Мой бизнес». Это все рассказывается, как возможно достигать цели, возможность реализовывать маленькие проекты на своей территории. Это, как бы, я считаю, на самом деле для меня это важно. Мы не знаем, что на форуме нам будут давать, какие задания, какие проекты. И мы, конечно, понимаем, что для них важно именно вот какие-то нюансы, которые болят у нас в городе, которые намечаются и которые можно как-то исправить, может реализовать. Сейчас очень много проектов народных, и потом все-таки народный бюджет, госпрограммы всяческие, которые улучшают все-таки инфраструктуру города. И мы надеемся, что вот эти наши непростые такие вот сейчас события в городе, что касаемо дорог, касаемо воды, касаемо инфраструктуры, транспортной доступности, я думаю, что это потихонечку с помощью главы и республики будет решаться. Такие стратегические сессии под единым названием «Коми. Новые победы» пройдут во всех городах и районах республики в рамках формирования трехлетнего бюджета региона. В результате этой работы по каждому муниципалитету будет сформирован комплексный инвестиционный план и определены ключевые направления и проекты развития, основанные на мнении жителей. Здесь посыл такой, что мы вас не оставляем в беде, мы вас обучим, поможем, мы вас сопроводим. Вот рассказывали очень такой знаменательный пример. Женщина 80 лет в какой-то там деревне в республике, не около Сыктывкара. Она привлекла 3 миллиона бюджетных средств для строительства площадки детской, физкультурной и прокат велосипедов. То есть для нас это тоже единственное, что 80-летняя женщина, она горит этой идеей. Нам нужно как бы внести идеи в массы, чтобы люди все-таки загорались и были более инициативны. У нас инициатива, конечно, немножко сейчас страдает. Но думаю, что все будет лучше. Особенность нового подхода – формирование консолидированного бюджета. Впервые при планировании и распределении средств будут учитываться все доступные источники финансирования. Ключевым показателем, по которому будут оценивать результат, станет реализация заявленной программы или проекта.
Данная сессия, можно сказать, учит, рассказывает и показывает наглядно, как можно реализоваться гражданам в проектах, в народных проектах, в каких-то программах республики, программах масштабах России. Поэтому участие и принятие решения в определенных направлениях по реализации программ важно для каждого гражданина, для каждого жителя города нашей Инты. Такие форумы, такие стратегические сессии, они необходимы нашим людям, потому что здесь мы учимся тому, как нам разработать проект, где нам найти средства на этот проект, в какую программу, в какой грант зайти, чтобы этот проект реализовать. То есть оно необходимо, вот я как бы первый раз не присутствую второй раз, и смотрю, это очень интересная такая тема для того, чтобы люди обсуждают. Они ищут те проекты, которые необходимы именно для нашего города, чтобы его реализовать и чтобы он работал потом на благо наших жителей. Важное отличие нового подхода – учет мнения жителей. Каким видят они будущее, что считают наиболее важным в каждом городе, в каждом населенном пункте, что нужно развивать и куда привлекать средства бюджета и инвесторов. Как подчеркнул Ростислав Гольдштейн, запрос на гордость есть. Республика всегда была первой в Северо-Западном федеральном округе, всегда занимала лидирующие места в Российской Федерации. Но в последнее время люди перестали верить в себя и власть. Нам нужно вернуть былую уверенность. Именно эти форумы показали, что у наших жителей есть не только осознание проблемы, которая их волнует, но еще и есть предложение, как решить эти проблемы. И наши жители готовы в том числе включаться в активную работу по решению этих проблем. Мы сегодня проводим уже второй этап этих форумов, называется «Коми. Новые победы». Теперь мы уже рассматриваем конкретные проекты, обсуждаем их вместе с жителями города для того, чтобы понимать, что нужно на сегодняшний день в первую очередь для Инты и как мы можем на это все вместе повлиять, и жители, и правительство, решить все вместе. Я считаю, что запущенная инициатива Ростиславом Марциновичем Гольдштейном находит свое применение, свою поддержку, по крайней мере, у нашего населения. Различные слои, так скажем, у нас участвуют в этих стратегических сессиях. Там и депутаты, и депутаты, и лидеры общественного мнения, как бы и руководители бюджетных учреждений. И важно как бы услышать все варианты и возможные решения тех или иных проблем города в целом. И в дальнейшем, я так понимаю, это все модерируется на республику. Поэтому я считаю, на сегодняшний день проведение этих форумов, этих сессий на сегодняшний день актуально. И надеюсь, что она будет находить дальнейшую поддержку со стороны республики. И я как глава города как бы в планировании бюджета тоже буду руководствоваться мнением, так скажем, большинства. Реализация комплексного инвестиционного плана и станет главной задачей консолидированного бюджета региона, который без кавычек и преувеличения можно называть народным. Реализация этих проектов позволит Коми стать одним из лучших регионов не только в Северо-Западном федеральном округе, но и во всей России. Музыкальное отделение детской школы искусств продолжает обновляться. В прошлом году в рамках исполнения наказов избирателей здесь были заменены 15 старых деревянных оконных конструкций фасада на новые пластиковые. Главная радость и чаяние всех сотрудников учреждения – полное обновление окон в концертном зале, где к старым рассохшимся конструкциям уже страшно было прикасаться. Бригада строителей из Сыктывкара выполнила демонтаж старых и монтаж новых конструкций очень оперативно. Замены окон не проводилось с момента постройки здания, по-моему, с 1959 года, если не ошибаюсь. Представьте, столько лет окна деревянные, естественно, они у нас уже плохо закрывались. Нам приходилось на зиму заколачивать их целлофаном, потому что были постоянно сквозняки, было холодно. Ну, естественно, эту замену мы очень ждали и счастливы, что наконец-то это случилось. И спасибо огромное Попову Александру Николаевичу за проявленную заботу. Это благодаря ему мы получили эти деньги. В общем, мы очень этому рады. И, наконец-то, надеемся, что в этот раз также качественно и в сроки будет сделана эта замена, и мы начнем новый учебный год в красивом, уютном, теплом здании.
Во время проведения аукциона в прошлом году удалось сэкономить средства. Их и собственные деньги учреждения было решено направить на замену самой непростой конструкции – 5-метровых окон на тыльной стороне здания. Эти работы проводили местные специалисты. Именно они выиграли аукцион и в текущем году и продолжат благоустраивать учреждение. 22 окна. По тендеру там 18. И дополнительным соглашением мы с директором школы договорились еще на 4 окна. Где будет происходить замена? Только на первом этаже или где-то еще? Первый и с торца второго этажа полностью все окна с торца меняем. Мы там, по-моему, 4 окна с той стороны. В этом году в детской школе искусств и вновь благодаря поддержке депутата Госсовета Республики Коми Александра Попова был выделен 1 миллион рублей. На эти средства будут заменены все оставшиеся деревянные окна фасада, а также торцевых сторон здания, как раз 18 штук. 4 дополнительных конструкции установят в помещениях с тыльной стороны здания. Облагораживать будем с внутренней стороны, ну, штукатурка как обычно, я не знаю, по ГОСТу, установка по ГОСТу, что там, все как обычно. Фасад-то мы не будем, конечно, облагораживать, но внутри мы все сделаем, те работы, что там по тендеру идет, по договору, мы все это выполним. Зданию музыкальной школы более 65 лет. В 2012 году в данном учреждении культуры проводился капитальный ремонт фасада. Тогда были оштукатурены и покрашены стены. На замену окон средств не хватило. Сейчас же здание, можно сказать, доведено до ума. В кабинетах будет тепло и светло, в актовом зале комфортно и уютно. Интинские специалисты обещают справиться за неделю. Недельку, наверное, поставим, а там уже технадзор как примет, такие все будет. Музыкальное отделение детской школы искусств расположено в одном из самых красивых зданий в городе. Поэтому при подготовке документации для аукциона были учтены все мелочи. От использования гидропароизоляции при установке до цвета внешней стороны оконных конструкций. Подрядчик обещает выполнить работы в срок. Новый учебный год юные любители музыки начнут в классах, где будет не только тепло, но и светло. День ВДВ отмечают в России ежегодно 2 августа. Воздушно-десантным войскам в 2025 году исполнится 95 лет. В преддверии этого знаменательного события в детском саду «Рябинушка» прошло спортивно-развлекательное мероприятие. Сегодня отмечают праздник десантники всех возрастов. Тех, кто служил, и тех, кто служит, и каждый к празднику готов. Таких мужчин не грех поздравить, но и, конечно, пожелать здоровья, счастья, долголетия, в строю быть форму не терять. Кто же такие десантники? Это отважные солдаты, истинные герои нашего Отечества. Их называют покорителями небес, ведь именно они стремительно поднимаются высоко-высоко в небо на мощных самолетах и вертолетах, а потом бесстрашно прыгают оттуда с парашютами, чтобы вовремя оказаться там, где нужна их сила и мужество. Гордится вся Россия, гордится наш десантниками нашими, отважный не солдат. Желаю вам день ВДВ посадкой мягкой на траве, чтоб Пашу вас не подвел и компас девы не завел. Крылатая пехота, голубенький берет, красивее полета на фоне неба нет. ВДВ потом прести честь, это натиск отваги сил, с неба чистую добрую весть нашу душу удача вложила. В день ВТВ тельняшки и береты на улицах России запестрят, чтобы напомнить на исходе лета о мужестве десантников ребят. Десантник, с праздником тебя желаю легких приземлений, пускай не будет в жизни дня без новых ярких достижений. В гости на праздник дошколятам пригласили главных виновников торжества – военнослужащих, проходивших службу в воздушно-десантных войсках. Мы так поняли, все стремятся в бой, все хотят быть десантниками. И даже девчонки молодцы, все рвутся в бой. Если не прыгать, то медсестрами помогать мальчишкам всегда. Молодцы, большое вам спасибо, ребята. Малыши 4 групп учреждения были разделены на команды под кодовыми названиями «Молния», «Орлы», «Ураган» и «Граниты». Каждой предстояло пройти индивидуальное испытание.
Одни занимались доставкой груза, пронося кубик на ракетке змейкой через конусы, другие летали на импровизированных самолетах из обруча, третьи складывали парашют, а четвертые бросали гранату в цель. Каждое из этих игровых состязаний развивает у ребят сноровку, внимательность, меткость, скорость и прочие полезные навыки, которые обязательно пригодятся им в жизни. По итогам состязаний победила дружба. Малышей наградили медальками. В благодарность десантники преподнесли ребятам вкусный и ароматный презент к чаю. Интинские десантники отметили 95-ю годовщину создания ВДВ в обновленном сквере. Парковую зону между Интинским краеведческим музеем и школой номер 8 после установки памятника 7 лет назад интинцы по-другому и не называют, только сквер ВДВ. В этом году здесь были проведены масштабные работы. День сегодня замечательный и погодой, как никогда у нас не получается иногда. Но день сегодня и замечательный тем, что сегодня мы свою годовщину 95-летнюю справляя в нашем обновленном сквере. И это очень замечательно, чего мы долго очень добивались. Благодаря фонду «Народный бюджет», благодаря гранту, выигранному, полученному нашей администрации, благодаря отзывчивым гражданам, работы по проведению улучшения этого сквера нашего состоялись, за что мы благодарны всем людям, которые участвовали в этом плане. Путь, конечно, был нелегкий, не все сразу получалось, и погода мешала, но все это прошло. И, как говорится, мечты сбываются. Отблагодарим! Мечты, как говорится, сбываются, хотя были у нас мысли, чтобы в нашем сквере еще был установлен БМД. Но, как говорится, будем этого ждать, в других городах это уже есть. Может быть, когда-нибудь это будет все у нас. Работы стартовали 26 апреля за счет средств гранта, которые Инта получила по факту реализации проектов в народный бюджет. Общая сумма контракта составила почти 3,5 миллиона рублей. За 2 месяца подрядчик выполнил полный цикл работ – от планировки территории и установки бордюров до укладки плитки. Десантники сами принимали участие в благоустройстве сквера, обратились к местным предпринимателям, чтобы окантовать зону у памятника, и они им не отказали. Благодарность еще хочу выразить тем людям, это команда Рамазанова Аркадия, которая проводила работы в данном сквере. И пока не проводили работы, мы в свою очередь сделали небольшое изменение по благоустройству нашего детища. И за это мы хотим выразить очень благодарность большую Ковчикову Антону. Человек отозвался, человек помог, и в прошлом он нам помогал, и за это ему большое спасибо. Хочется выразить благодарность за отзывчивость Владимиру Воронину Владимиру. Человек, хоть и помощи его не потребовалось, но человек отозвался и готов был нам позадействовать и помочь во всем, что нам нужно. За это всем большое спасибо. Сегодня интинская десантура – одно из самых сплоченных воинских братств в городе. Объединение, у которого появились свои традиции, которые активно участвуют в воспитании подрастающего поколения. Возглавляет союз интинских десантников Василий Пономарев. Большой толчок этого братства именно на данный момент, я думаю, связан с тем, что в 2018 году, когда вот мы все вместе собрались и объединились в нашем городе, и мы же многие друг друга просто не знали. И в тот период мы все перезнакомились, мы все сплотились, и уже каждый год с тех моментов празднование Дня ВДВ стало не простой бравадой, шатанием где-то по городу, а тем, что у нас на патронаже у нас период обязательно. После всего официальной этой программы мы всегда собираемся у нас в определенном месте. Мы всегда проводим турниры. У нас турнир всегда пулевая стрельба. У нас турнир по поднятию гири. У нас турнир по борьбе на руках. Все это у нас с грамотами, с призами и с поощрением. И это длится у нас с 2018 года каждый год.
Василий Пономарев родился в Советском Союзе. Он из того поколения молодых людей, для которых не стоял вопрос, идти или нет в армию. Это было престижно, это была гордость. Сегодня возраст самого молодого десантника Инты превышает 30 лет. Молодых ребят нет. Но старая гвардия не сдает свои позиции. Вот и 2 августа собрались вместе, чтобы отметить праздник. Ну а теперь о главном. 95 лет. Годовщина, пусть малая, но тоже великая. И путь пройденный к этому всего очень большой путь. Это и 30-й год, когда были первые прыжки. Это и первые боевые действия в советско-финской тогда войне. Это Великая Отечественная война. Тяжелая война, которая очень много забрала жизней. И как военных, так и мирных людей. И именно в Великой Отечественной войне лозунг «Никто, кроме нас» стал актуальным для воздушно-десантных войск. Послевоенные годы правления нашего десантного бати, ему великая заслуга, Василий Филиппович Маргелов многое для нас сделал, для ВДВ. И как раз в то время в наших войсках появился голубой берет и голубая тельняшка. После этого был путь по тому, как наши войска принимали участие за пределами Советского Союза. Афганистан. Тяжелый путь Афганистана 10 лет. Прошел не бесследно, эхом отдается. Но то, что было, то, что есть, то мы имеем. И от той истории нам никуда не уйти. Распад Советского Союза повлек за собой необратимые вещи. Первое, с чем мы столкнулись, это 92 год. И именно в 92 году подразделения ВДВ стали отдельным подразделением именно ВДВ. Миротворческие, скажем так, силы, где мы тогда принимали непосредственное участие и за пределами Советского Союза, и по тем странам бывшего Советского Союза и СНГ. Чеченская кампания, 2 чеченские кампании. Тактически слово так продумано правильное, кампания. Ну, что сделано, то сделано. Сейчас мы все это имеем. Специальная военная операция. В первые часы специальной военной операции именно воздушно-десантные войска, ну, сказать слово, захватили, как скажем так, грубовато, скажем так, удерживали аэропорт под Киевом. И именно они ждали приход основных частей. И до сих пор наши ребята находятся на специальной военной операции, исполняют плечу свой долг, и поставленные задачи выполняются до конца. Но мне хотелось бы, что вам, ребята, сказать. Мне хотелось, чтобы навыки всех нас, навыки всех подразделений ВДВ, они применялись только в мирное время, только на учении. Я хочу вас от всей души поздравить с 95-й годовщиной, пожелать вам крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой. Слава ВДВ! Ура! 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 На праздновании Дня ВДВ в нашем городе последние годы царит атмосфера братства и единства. Ветераны и жители города собираются вместе, чтобы вспомнить своих боевых товарищей, годы службы. К поздравлениям присоединились глава округа и представители структур, с которыми ветераны воздушно-десантных войск в последнее время плотно работают. Я поздравляю вас с этим значимым для всей нашей страны праздником, Днем воздушно-десантных войск. Я как человек, прошедший армейскую службу, не понаслышке знаю, насколько важно для каждого из вас сохранение духа единства, братских связей, которые сохранятся с вами на протяжении всей вашей жизни. И пусть это послужит примером, вдохновляющим новое поколение защитников нашей Родины. Я хочу пожелать каждому из вас богатырского здоровья, стального характера, мужества. А также хочу пожелать, чтобы в каждом вашем доме
сохранялось семейное тепло и уважение. Слава ВДВ! Ура! Поздравляю вас с 95-й годовщиной образования. Хочу сказать, что, продолжить то, что говорил Василий Васильевич, что воздушно-десантные войска – это гордость вооруженных сил России. Это школа мужества и героизма. Это пример для подрастающего поколения по поводу соблюдения и продолжения тех боевых традиций, боевого братства и бережного сохранения ратных подвигов. 2 августа 1930 года является днем рождения, и за этот период, за эти 95 лет воздушно-десантные войска принимали, то, что сказал Василий Васильевич, непосредственное прямое участие в различных боевых действиях, операциях, и внесли свою, историю в историю советской армии и российской армии. Вы находитесь в постоянном резерве у Верховного Главнокомандования, и каждый воин-десантник приучен с первого дня службы, то есть сила духа, и, наверное, еще есть незримая сила, духа поддержки, покровителя войск воздушно-десантных, пророка Ильи, который помогает каждому воину-десантнику выполнить свою боевую задачу, нанести поражение противнику. И сегодня тоже Русская Православная Церковь и весь, наверное, христианский мир, то есть кроме Дня ВДВ, отмечает Дня Илья Пророка. Что еще хочу сказать? Еще хочу сказать, что воздушно-десантные войска были, есть и будут на территории Российской Федерации в составе Вооруженных сил России, то есть где будет поставлена задача молниеносно овладеть рубежами, удерживать их для прибытия второго эшелона. И чтобы то, что было сказано Василием Васильевичем, и то, что является вашим девизом, никто, кроме вас, оно будет вечно. Поздравляю вас с 95-летием воздушных десантных войск. Хотелось бы от Союза ветеранов локальных войн и Интинской автошколы ДСА поздравить вас с этим праздником, а также пожелать вам крепкого здоровья, любви, успеха в работе, и личной жизни, естественно. А самое главное, мирного неба над головой. В честь этого праздника преподносим вам небольшой презент. Спасибо большое. Самые трогательные слова поздравлений прозвучали от маленьких интинцев. Кстати, некоторые мужчины пришли с сыновьями, которые наравне со взрослыми встали в шеренгу ветеранов. Надежда Ветеняпина, ВДВ достойные войска, ВДВ достойные войска, гордость и оплот родной России. Ваша честь безмерно высока, и берет сродни небесной синей. Всех мальчишек самых ранних лет покорял подвиги лихие, и глядят вам высоченно вслед юные красавицы России. Вы присяги воинской верны, и парите под небесной синей. Родина достойной сыны, бравые десантники России. Вам любых сражениях равных нет, покорял подвиги лихие. Мира вы несете яркий свет, и гордится вами мать Россия. Молодец, спасибо. Молодец. ВДВ голубые береты, мирного неба над головой. Вы ведь недаром в тельняшки одеты. Дружите вы с высотой, синевой. Удачи желаем в любую минуту. Не встретились, чтобы нигде тупики.
Пусть будут надежны всегда парашюты, и ласковое небо, и стропы крепкие. Вас многое есть. Сила, смелость, фигура, здоровья вам, счастья, удачи в судьбе. Сегодня расслабьтесь, гуляй, десантура! Всех с праздником! Честь и хвала ВДВ! В качестве гостя на торжественном мероприятии присутствовал участник СВО Александр Разводнов. Мужчина находится в очередном отпуске. Хочу сказать в этот прекрасный день, чтобы всем мужикам пожелать здоровья, долгих лет жизни, естественно, но как всегда, чтобы наши близкие жили здорово и без проблем, потому что мы выполняли свой долг ради именно этого. Вот и все. Хочу, чтобы в нашем мире был только порядок и спокойная жизнь. Завершилось торжественное мероприятие возложением цветов к памятнику ВДВ. Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась, по беретам, даже в сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым цветом. Праздники дворов продолжаются. Очередное веселье состоялось во дворе домов «Социалистическая 3 и 3А», «Мира 9» и «Бабушкина 4». Организовало его руководство управляющей компании «Восход». Подходите к нашей сцене, зазывают барабаны, приглашают вас факиры, чудо-куклы, великаны. Выходите, дети, поиграть, будем песни петь и танцевать. Веселитесь, веселит детвора, открываем праздник вашего двора. Силами управляющей компании для малышни организовали настоящий праздник. Десятки разноцветных шаров раздавали каждому желающему. Приглашенный мастер с профессиональными красками накладывала ребятне яркий и красочный аквагрим. Я тихо поцелую тебя у огня, медленно задую свечу, и она снова ожидание будет полна. За каплями рубина я не хочу срывать листья календаря. За полночь секунды так ярко горят, открывает счастье все части меня, где нежность и лавина, что бы ни случилось, как бы ни сложилось, но неделимы мы с тобой. Скоро наше солнце взойдет ярким светом над облаками, начиная новый полет. Мы станем для любви маяками. По сложившейся традиции слово для выступления предоставили представителям власти и управляющей компании. Они поздравили горожан с праздником и пожелали всем отличного настроения. К сожалению, невозможно их проводить в каждом дворе ежегодно, но на самом деле для чего проводится этот праздник, чтобы люди сближались друг с другом. Молодежь наконец-то отлипла от телефонов, хотя бы немножко и повеселилась. Поэтому всем желаю прекрасного настроения, здоровья и удачи. Еще раз добрый вечер, наши уважаемые жители такого красивого и дружного городка, назовем, потому что домиков здесь несколько, как городок. Все, всем прекрасного настроения, участвуем, веселимся. Удачи всем! Проведению праздника двора способствует и погода. Наконец в Инту пришло долгожданное лето и стоит теплая солнечная погода. Жители домов с удовольствием выходят во двор к центру веселья. Сюда же, проходя мимо, заглядывают и гуляющие или идущие с работы интинцы. Праздники дворов всегда собирают много зрителей. Здесь весело, увлекательно и по-домашнему уютно.
Так. Ну-ка, все подвигали. Вот это вот очень поможет освободиться от мошки, движения. Отлично. Следующее какое движение? Так, я смотрю, активно у нас юное поколение, а взрослые у нас что, уже все? Семечки раздать? Итак, следующее движение. О, это нынче называется молодежь флексит. Давайте все пофлексим. Отлично. Еще какие движения будут? О, ну, да, тряхнем, как говорится, кто песочком, а кто энергией молодости. Замечательно. Еще какие движения? О, вот это отличное движение. На протяжении нескольких часов внимание людей было полностью приковано к импровизированной сцене, на которой проходила развлекательная программа. Концерты, подготовленные творческим коллективом Дворца культуры и техники, всегда собраны из самых ярких, танцевальных, мелодичных и полюбившихся песен, наполнены номерами, которые приходятся по вкусу и молодежи, и более старшему поколению.